Росгвардия – это Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. В состав Росгвардии входят несколько структурных служб, в том числе подразделения вневедомственной охраны. В Якутске есть Федеральное государственное казенное учреждение Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Республике Саха, Якутия, и столичный филиал – Якутский отдел вневедомственной охраны ОВО. Помимо городского подразделения, они также есть и в 18 районах нашей республики. Их основные функции – это обеспечение охраны собственности, профилактика преступлений и охрана общественного порядка на маршрутах патрулирования. Наряды, состоящие из профессионально подготовленных, обученных, хорошо вооруженных и экипированных сотрудников, круглосуточно патрулируют улицы населенных пунктов. Стоит отметить, что в круглосуточном режиме на улицах нашей республики несут службу в основном только наряды вневедомственной охраны. Помимо этого, они предоставляют услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан с сохранением должностных функций полиции. Надежную защиту может обеспечить только государственная силовая структура, обладающая хорошо подготовленными сотрудниками, обеспеченная необходимым комплексом вооружения, спецсредствами, техникой, группами задержания и надежной правовой базой. Именно таковой и является служба вневедомственной охраны, эффективность и надежность которой проверена временем. Ежедневно в целях обеспечения надежной охраны имущества граждан, объектов от нас выделяется порядка 20 нарядов групп задержания. Наша территория города Якутска разделена по маршрутам, участкам маршрутов так, чтобы как можно оперативнее реагировать на поступающие сигналы тревога. Порядка 3000 у нас ежесекундно под охраной находится. Поэтому задача ответственная. Личный состав у нас проходит определенную подготовку. И самое главное, на протяжении многих лет нами не допущено ни одного факта кражи сохраняемых объектов. В настоящее время вневедомственная охрана является единственной службой, которая полноценно обеспечивает личную и имущественную безопасность граждан на территории нашей республики. Особое внимание уделяется использованию современных систем централизованного наблюдения, которые позволяют полностью автоматизировать процесс централизованной охраны, централизованное наблюдение за охраняемыми объектами и квартирами, обеспечить автоматизированную постановку и снятие с охраны охраняемых объектов, высокую скорость и достоверность передаваемых тревожных сообщений на пульт централизованной охраны. Используя все существующие каналы связи, наше подразделение в состоянии принять практически любой объект и обеспечить личную и имущественную безопасность граждан. Следует отметить, что в настоящее время на базе Якутского ОВО нами введены в эксплуатацию и работают в тестовом режиме две спутниковые системы, навигационные системы мониторинга подвижных объектов. Это самостоятельная система «Алмаз» и система «Трекер», которая работает на базе уже используемой нашей системы «Приток». Данная система обеспечивает точное местонахождение транспортных средств на территории нашей республики, имеют возможность контролировать определенные узлы и механизмы, установленные на транспортном средстве, а также получать тревожные сообщения при экстренных случаях, которые совершаются либо в транспортном средстве, либо рядом с ним, на пульт централизованного наблюдения для немедленного реагирования группами задержания вневедомственной охраны. Мы занимаемся установкой технических средств охраны в квартирах, гаражах, частных домах. Вот у нас имеется демонстрационный стенд, где примерно показано, как обычно ставится в квартирах, гаражах, частных домах оборудование. То есть, например, основное оборудование, приемопередатчик, на который приходят сигналы с оборудования установленного и передает сигнал на пульт централизованной охраны для дальнейшего сообщения группам задержания в случае проникновения. Устанавливаются на вскрытие датчики, например, на окнах, на дверях. Дублируются они, например, датчиками на взлом. При попытке взлома двери, то есть он сработает. Также на разбитие стекла датчики. Плюс датчики объемные и датчики на движение. То есть если даже проникнуть другим способом, не через дверь или окно, все равно датчик сработает. Еще имеется
светозвуковые сигналы. То есть, в первую очередь, вор, услышав сигнал и яркий свет, чаще всего испугается и убежит. То есть брать ничего не будет. И часто у нас очень ставят КТС, то есть кнопкой тревожной сигнализации. Поскольку наша республика в России является одной из самых вооруженных, скажем так, если говорить о гражданском оружии, об охотничьем, то одним из основных направлений также является хранение на договорной основе в оружейных ячейках, поставленных под охрану гражданского охотничьего оружия. Сотрудникам подразделения вверены объекты особой важности и жизнеобеспечения, финансовые учреждения, объекты культуры, детские и образовательные учреждения. Многие жители нашей республики доверяют охрану своих квартир подразделениям вневедомственной охраны. Наша семья подключила охранную сигнализацию, тревожную кнопку. И почему мы выбрали именно эту организацию? Во-первых, потому что эта организация является военной государственной организацией, непосредственно отдел вневедомственной охраны Росгвардии. И из названия мы определяем то, что можно на 100% доверять данной организации. Мы сотрудничаем с вневедомственной охраной Росгвардии с 2015 года. За все эти 3 года нареканий никаких не было. И наша семья уверена в том, что сотрудники Росгвардии обеспечат свою работу в полном объеме в кратчайшие сроки. Происшествия незначительные были. Товар упал с полки, сработала сигнализация, и они оперативно среагировали, приехали, позвонили мне, представились культурно, все, что нужно подъехать. Я подъехал, оказался просто товар упал с полки. Вот еще немаловажный фактор, то что они ведут себя крайне профессионально, диспетчера всегда вежливые, всегда объяснят, оперативно реагируют, всегда просят открыть помещение, потом они заходят, потом я захожу. То есть они заботятся о моем здоровье, стоят на защите обычных граждан и нашего имущества. Эта компания с многолетней историей, это немаловажно, потому что это стабильность. Нам очень нравится, и они с начала 90-х годов ведут свою работу и охраняют правопорядок нас с вами, наше имущество. В частных домах и организациях можно установить датчики пожарной тревоги, и они могут быть включены в состав охранно-пожарной сигнализации. При этом, в случае задымления или возгорания, для выяснения причин срабатывания датчиков, группы задержания вневедомственной охраны немедленно прибывают по месту срабатывания. При подтверждении сигнала о возгорании информация передается в специальные службы для принятия ими мер оперативного реагирования. Также принимаются меры предотвращения очагов возникновения пожаров, обеспечивается защита людей и имущества граждан, организаций. С начала 2018 года подразделениями вневедомственной охраны обслужено свыше 5000 выездов по срабатыванию охранно-пожарной и тревожной сигнализации. Из них по кнопке экстренного вызова полиции обслужено более 2000 сигналов, свыше 850 результативные. Задержано более 1200 лиц. Главной задачей вневедомственной охраны является сохранность вашего имущества и обеспечение личной безопасности, а также максимальная доступность охранных услуг. Более подробную информацию об услугах можно узнать на официальном сайте вневедомственной охраны Росгвардии, позвонить по указанным телефонам, написать на электронную почту или обратиться по адресу. Так, наряды групп задержания Росгвардии способны в короткие сроки прибыть по сигналу тревога для пересечения противоправных действий и для предотвращения возгораний, защиты людей, имущества граждан и организаций. Росгвардия стоит на защите граждан и их имущества. Мы охраняем важные объекты, квартиры и личное имущество граждан. Росгвардия гарантирует законный порядок. В данное время и былые времена, даже когда техника тоже не сильно развита была. Наша вневедомственная охрана никогда не допускала кражи от своих охраняемых объектов. И сейчас тоже так же охраняется и охраняют наши коллеги по городу Якутску, по всей республике. По статистике, около 80% россиян считают себя патриотами. Однако выражение любви к родине у всех выражается по-разному. Кто-то болеет за свою команду на чемпионате мира, а кто-то видит выражение этих чувств в том, чтобы посвятить себя служению своей родине. Такие молодые люди становятся военными, полицейскими, сотрудниками Росгвардии. Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии по Республике Саха-Якутия примет на службу молодых людей на должность полицейского. Требования, предъявляемые к таким молодым людям, это в первую очередь иметь гражданство Российской Федерации, возраст не старше 35 лет, годность по состоянию здоровья к прохождению службы, отсутствие судимости
естественно. Должны быть люди, отслужившие в вооруженных силах Российской Федерации, и иметь образование не ниже полного среднего. По вопросу трудоустройства необходимо обращаться в Управление вневедомственной охраны, расположенное по адресу город Якутск, Лермонтова, 23/1, кабинет 314. Нам можно доверять, мы всегда готовы помочь в любой ситуации. Всем гражданам, нуждающимся в защите, и не только в защите собственности, но и в защите жизни и здоровья. В любой момент, днем и ночью. Наши экипажи на улице городов, районов республики. Обращайтесь к нам, мы всегда поможем.